Уходящий год множество сил и ресурсов, как ему и предрекалось, потребовал на борьбу с коронавирусом. Все сферы жизни были подчинены одной задаче – остановить его распространение, при этом сохранив стабильность и избежав падений в экономике. Правительству Коми это удалось. Вектор развития республики на год следующий задал новый финансовый документ. Несмотря на дефицит в 11 миллиардов рублей, бюджет на ближайшую трехлетку получился вдвойне социально ориентированным, с заделом на экономическое развитие региона. О том, как выглядят наши финансовые планы, расскажет Наталья Юрина. Живой документ, бюджет, цифры в нем меняются, работа над ним продолжается на протяжении года. Главный финансовый расчет на 2022 и два последующих года, начиная с осени, парламентарии рассматривали тщательно на заседаниях, совещаниях и комиссиях. Бюджет в итоге приняли с 11-миллиардным дефицитом. В региональную казну поступит 87 миллиардов рублей. Шестую часть суммы выделят федералы, остальное – налоги. Самые крупные плательщики по-прежнему – компании и сферы промышленности. Мы опять-таки исходили из тех данностей, которые были на момент внесения закона. Учитывая ситуацию в экономике в целом, цены на нефть, рост цен на сырье, нефть, газ, лес, удалось, в принципе, скорректировать прогноз по доходам. В первую очередь. Соответственно, мы получили возможность немного нарастить и расходную часть. Здесь мы постарались в рамках, конечно же, тех ограничений, которые у нас есть законодательные, учесть максимально. И были поручения главы, и поручения от депутатов, которые мы учли. В 2022-м расходы региональной казны оцениваются в 98 миллиардов рублей. На первом месте по выделению средств сфера образования. Это около 26 миллиардов. На второй и третьей позиции расположились медицина и социалка. Каждая получит по 17 миллиардов рублей. Дорожный фонд составит 5,3 миллиардов рублей. Около 5 миллиардов потратит на строительство объектов. Культуре достанется примерно 3 миллиарда, спорту на 2 миллиарда меньше. После рассмотрения проекта бюджета в Госсовете в начале ноября парламентарии совместно с правительством Коми приняли решение увеличить статью расходов в 2022 на 5 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард – это траты инвестиционные. Этот миллиард на развитие инвестиций даст нам более 2500 рабочих мест и более 58 миллиардов привлеченных инвестиций. Представляете, вот вложение, да? Мы миллиард вкладываем, а на него привлекаем более 58 миллиардов инвестиций. И, конечно, именно вот такой бюджет, несмотря на дефицит, но все-таки закладываются средства на развитие, дает возможность и развиваться республике и экономике. Дополнительно больше миллиарда рублей направят на образование. Плюс 274 миллиона рублей пойдет на укрепление материально-технической базы, в частности, на безопасность детей. 710 миллионов вложат в индексацию зарплаты. Методику расчета субвенций для учреждений изменят в положительную сторону. Нам выделили финансирование на 2022 год в первую очередь на изменение методики расчета субвенций для дошкольных учреждений, для школ. Что это такое? То есть это те средства, которые выделяются на каждого ребенка и направляются в муниципалитет. Дальше муниципалитет их уже доводит до конкретной образовательной организации. И действительно, для изменения методики мы предусматриваем в бюджете на 2022 год 883 миллиона рублей. Народный бюджет увеличит в разы. В целом под общественные проекты каждый год будут отдавать рекордную сумму – порядка 400 миллионов рублей. Помимо уже заложенных 2,5 миллиардов рублей, 650 миллионов сверху направят на компенсацию выпадающих расходов ресурсоснабжающим организациям из-за льготных тарифов, действующих в Коми. Дополнительные вливания помогут поднять уровень качества услуг. На 218 миллионов больше от запланированного получат сельхозпроизводители. 170 миллионов сверх плана получит социально ориентированное НКО. Подрастет финансирование и по закупке льготных лекарств. У меня огромное количество на встречах идет вопросов именно по льготному лекарственному обеспечению. Так вот, в этом году мы добавили 300 миллионов и вышли на 1 700 000 000, тем самым полностью закрыли потребности на 2022 год по деньгам, по льготным медикаментам.
После принятия основной версии главного финансового документа на ближайшую трехлетку в декабре властям пришлось внести корректировки в бюджет действующий. Список расходов увеличили без ущерба для экономики. Связано это с приумножением доходной части по налоговым поступлениям и стабилизацией экономики. Перерасчет принес Коми дополнительный 1 602 000 000 рублей. Региональное правительство решило направить эти деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник, безопасность в школах, на субсидии муниципалитетам на местные вопросы. Депутаты такой перевод поддержали. На здравоохранение 530 миллионов рублей, на образование 640 миллионов рублей, на предоставление субсидий муниципальным образованием на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного муниципального жилого фонда 366 миллионов рублей. Субсидии районам распределили в зависимости от объема незаселенного жилого фонда. За содержание полупустых домов деньги в основном направят в отдаленные районы. 14 миллионов рублей получит Инта, 41 миллион Печора и 294 миллиона рублей Воркута. Воркута, Печора, Инта – это пустующее жилье, это наш бич, когда дом пустует, но в нем живет 1-2 семьи, и мы вынуждены держать, что называется, под теплом весь дом. Понятно, выпадающее тепло его никто не оплачивает, поэтому вот мы в этом смысле помогаем нашим муниципалитетам. В Удале мы компенсируем выпадающие, опять же, не покрытые доходами, расходы по коммунальным платежам именно муниципалитета. Львиная доля средств, направленных на образование, более 330 миллионов рублей, пойдет на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в школах и садах. Защита и комфорт детей – одно из приоритетных направлений правительства Коми. Только в этом году на эти цели направили 747 миллионов, 580 по личному поручению главы Коми Владимира Уйба. Для сравнения, годом ранее потратили на 300 миллионов рублей меньше. Также новые расходы пойдут на проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» и поддержку одаренных детей. Выделяют деньги и на проведение 2 знаковых спортивных мероприятий. В следующем году 2 очень больших события в мире спорта в республике и в мире. Чемпионат мира по хоккею с мячом. И понятно, что мы уже много сделали, но в этом году нужно дополнительно еще профинансировать те мероприятия, которые точно совершенно уже должны быть к началу чемпионата. И еще у нас будет чемпионат России по лыжным гонкам, и тоже нужно сейчас сделать оплату очень многих направлений для того, чтобы этот чемпионат состоялся. С учетом принятых изменений, объем доходов регионального бюджета на этот год составит примерно 90 миллиардов рублей. Результаты исполнения главного финансового документа озвучат в первом квартале 2022 года. Что касается бюджета на ближайшую трехлетку, как отмечают эксперты, документ получился с экономическим заделом на будущее и вдвойне социально ориентированный за счет неоднократных увеличений финансирований в жизненно необходимые и важные сферы.